конце мая в Ярославле в международном аэропорту Тунышна прошел авиафестиваль «Авиарегион-2016». Казалось бы, следующий должен быть в следующем году. Но организаторы решили, что развивать авиацию нужно не только в одном отдельно взятом регионе, и пригласили представителей малой и региональной авиации в Сыктывкар. Естественно, мы тоже не смогли отказаться от приглашения и отправились в столицу республики Коми. Малая и региональная авиация в России, вопреки всему, с каждым днем набирает обороты. Салон «Авиарегион» служит тому прекрасным подтверждением. Весной праздник прошел в Ярославле, а в августе события встречали у себя жители Сыктывкара. Международный аэропорт Республики Коми принимал гостей. По словам хозяев, организовать такое масштабное событие было непросто, ведь это действующий аэропорт, обеспечивающий сообщение между отдаленными городами нашей страны. Комиатранс – это достаточно уникальное предприятие. В состав предприятия входит вертолетное летное подразделение самолетов Embraer Су-45 Ил-410 и 7 аэропортов, региональных аэропортов Республики Коми, один из которых, Сыктывкар, является международным. Организаторы проводят авиарегион в разных частях страны, ведь потребность в малой авиации есть везде, а главная целевая аудитория – это молодое поколение. Небо – это прекрасная профессия, которая привлекает настоящих ребят, которые имеют свою цель, имеют свой смысл жизни, имеют свой путь. Им надо помочь сформироваться, им надо помочь правильно выбрать свою профессию. Мы считаем, что фундаментальные науки, инженерно-техническое образование, за ними будущее. На авиарегионе было представлено несколько учебных заведений, в том числе Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, в котором сегодня можно получить профессию пилота, диспетчера, штурмана, а также менеджера, экономиста и другие. Для того, чтобы поступить, необходимо выполнить несколько условий. Среднее образование, здоровье первой категории. В этом году проходной балл ЕГЭ, минимальный был 270 баллов. Аттестат среднего образования с золотой медалью дает привилегию плюс 5 баллов к общему показателю ЕГЭ. Основные экзамены – это русский, математика, физика. Студентка университета Анастасия Пескунова говорит, что самым сложным при поступлении было прохождение медкомиссии, но у нее все получилось. Я начала ездить, путешествовать, вся эта суета, аэропорты, самолеты, я невольно начала интересоваться, читать. Ну вот честно, я специально этого не делала, и вот пришла к выводу, что это мое, и хочу стать пилотом. На первом курсе 11 девушек, в моей группе 4. В Сыктывкаре есть свой институт, где занимаются научными разработками, связанными с беспилотной авиацией. Мы на профильных кафедрах разрабатываем соответствующие алгоритмы, методики, которые как раз, к примеру, в том числе и в беспилотных летательных аппаратах, позволяют решать задачи автономного движения этих беспилотников, ну и прочие такие похожие задачи, связанные с механикой. На авиасалоне была представлена научная работа студентов института проект «Тайга-5D», включающий в себя наземные и воздушные измерения, а также использование снимков со спутников. Сам проект включает, как я сказал, наземную часть, вот она представлена здесь в виде такой вот устройства дальномера, воздушной части беспилотный летательный аппарат, который занимается аэрофотосъемкой, ну и снимки со спутника. Комбинируя все данные, по большей части это фотоданные и некоторая телеметрия дополнительная, можно построить 3D-модель лесных массивов, выделов, и по этой 3D-модели, дальше ее экстраполировать на некоторую область и оценить экономический задел текущей области. Какая красота! Цвета российского флага! Пилотажная группа «Русь» – постоянный участник авиарегиона. Мастерство пилотов будоражит сердца зрителей. Слетанность, высший пилотаж, красивые самолеты. Как много мальчишек и девчонок мечтает быть похожими на них. А ведь оказывается, что большинство пилотов-асов начинали летать в аэроклубах, на планерах и самолетах Як-52. Один из них находился на аэродроме Мячково. На той стороне, где вышка стоит, там как раз раньше он базировался. Очень много техники было, были Як-52, Як-55, были планера, вильги, то есть в то время и всем места хватало в воздухе, все летали, достаточно интенсивная работа была. Для командира Руси авиация началась с планера. Анатолий Маруньков вспоминает, что первое выступление пилотажной группы состоялось на аэродроме в Тушино в 1987 году.
по всему миру, в каждой стране пилотажные группы существовали. В Советском Союзе, когда группа создавалась, подобных групп не было. Была группа для демонстрации полетов, но в то время демонстрировали возможность авиационной техники в Кубинке. Шоу и авиационные праздники – это не основная деятельность группы «Русь». Главное – это обучение. К сожалению, сегодня даже в ДОСААФ можно пойти только за деньги, но не исключено, что скоро начнутся изменения к лучшему. Возможно, мы будем готовить для военно-воздушных сил курсантов. Неизменным гостем и гвоздем программы любого авиарегиона становится самолет ТВС-2МС. Старый добрый Ан-2, получивший новое сердце в Сибнеа, живет активной жизнью. В Сыктывкар ТВС-2МС прилетел в медицинской версии для демонстрации своих возможностей в качестве самолета санитарной авиации. Рассматривать новый самолет это тяжеловато, потому что пока наработается и все сделается, это уйдет много денег. А в рамках того, что у нас осталось много ресурсных Ан-2, нам глупо делать, что они будут валяться на свалках. Реально дешевые планера, которые проходят капитальный ремонт, восстанавливаются и становятся. Вот у этого налет был в качестве Ан-2 порядка 8 тысяч часов. Ну, глупо 12 тысяч эти коту под хвост использовать, правильно? Ну, а если дать ему вторую жизнь, ну пусть он поработает. Другой, не менее интересный самолет, демонстрационные полеты которого можно часто увидеть на авиационных праздниках, двухдвигательный Текнам. На борту воздушного судна установлено специальное оборудование, позволяющее выполнять множество функций. Начиная от патрулирования береговых линий, лесов, линий электропередач, до наблюдения с воздуха за движущимися объектами по земле и по воздуху, соответственно. Ну и самая распространенная задача – это поиск людей в лесу. Ну и, конечно же, как всегда на 5 с плюсом отработала пилотажная группа Челавия. В Сыктывкаре им разрешили показать полную программу, и они летали на славу и над набережной Сысола, и над аэродромом. И десятки тысяч зрителей смотрели восхищенно в небо, как выполняла пилотаж пятерка уже известной во многих городах пилотажной группы. Пилотажная группа Челавия, ведущий Алексей Делинов, ведом Александр Москалев, правый Филиппов Сергей. Зрителям летная программа, а частные пилоты получили возможность пообщаться с гражданскими и получить что-нибудь полезное для себя. Например, на авиарегион приехали представители ЦАИ, официального государственного поставщика аэронавигационной информации, которые пока не так известны среди частных авиаторов. Мы приехали, чтобы представить те документы аэронавигационной информации, которые ЦАИ представляет для малой авиации, для частных пилотов. Это, естественно, прежде всего полетные карты. Это сейчас вышедший у нас новый сборник 16-й, который охватывает аэродромы класса ГДЕ, посадочные площадки на всю Россию. Это аэронавигационные планшеты, которые содержат всю аэронавигационную информацию. То есть там и НАТАМы, и карты, и схемы. Авиасалон малой и региональной авиации «Авиарегион-2016» состоялся. Республика Коми в этом году, отметившая 95-летие, встретила праздник хорошей погодой, и аэродром посетило более 100 тысяч зрителей. На протяжении 2 дней в небо поднимались лучшие пилоты страны. Посетители могли посидеть за штурвалом настоящих самолетов, а на сцене звучали хиты Вадима Захарова, так любимые авиаторами. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает.